Безопасный город. В Чуйской области заработают еще 19 аппаратно-программных комплексов. Весенний снег выпал в Баткенской области. Нехватка врачей. Как намеренно решать кадровый вопрос? Об этом и не только смотрите прямо сейчас. В студии работает Нурсултан Джахтутбеков. Здравствуйте. В Чуйской области заработают еще 19 аппаратно-программных комплексов в рамках проекта «Безопасный город», сообщили в Госкомитете информационных технологий и связи. Комплексы начнут работу уже сегодня на трассах Бишкек-Аэропорт Манас, Бишкек-Кордай, Бишкек-Нарын-Торугард. Согласно государственному контракту, первый этап проекта «Безопасный город» включает 110 аппаратно-программных комплексов. В Бишкеке 42, на автотрассах Чуйской области 48, 20 передвижные АПК. К установке и запуску готовятся последние 28 камер на перекрестках Бишкека. Еще один район будет охвачен проектом «Безопасный микрорайон». На этот раз его запустят в Октябрьском УВД столицы. Он охватит все прилегающие улицы. Напомним, ранее проект был запущен в 6-м микрорайоне. Там установили 72 камеры. Предварительно изучили криминогенную обстановку, места скопления людей и выбрали точки для установки камер. За время работы в районе уже снизилась преступность, отметили милиционеры. В этом году планируется запустить проект в 11-м и 12-м микрорайонах Асамбая и постепенно охватить все районы столицы. В городе Айдаркен накануне вечером выпал снег. Сильный ливень, ближе к вечеру перешел в снег. Жители города и пригородных сел опасаются, что если в течение 2-3 дней температура воздуха опустится ниже нуля, то могут пострадать сельскохозяйственные посевы и фруктовые деревья. Кроме того, в Талайской, Иссык-Кульской, Нарынской областях в некоторых районах также выпал снег. Такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас, содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. Тем временем синоптики предупреждают о понижении температуры. На автодорогах при проезде лавинопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами в 500 метров. 17-я международная выставка Би-Экспо традиционно открыла свои двери. Она объединяет на одной площадке 120 компаний из 16 стран мира. На выставке побывала и наша коллега Даяна Наби. Строительство, энергетика, спецтехника и безопасность – такова тема выставки одной из самых авторитетных экспозиций на территории СНГ и Центральной Азии. Самые интересные павильоны можно вычислить по очередям, которые образуются перед ними. Выставочных залов так много, что не хватит одного дня, чтобы обойти их все. Активный участник выставки Султан Джунушалиев представил свою продукцию по переработке вторичного стекла. Он побывал во многих странах мира, чтобы найти уникальную технологию переработки. По его словам, больше 3 лет ему понадобилось, чтобы открыть свой высокотехнологичный завод. То есть это бой стекла мы переплавляем, из него делаем нити. Вот, допустим, если показать, это вот этот у нас первое наше изделие. Вот таким образом мы с помощью химии вытягиваем нити, потом делаем вот эти сетки. Вот, она применяется во всех строительных сферах. Ну, если так сказать, даже яхты с него делаются, вертолетные кабины, там, бампера, машины здесь. Дмитрий Петров – представитель Златоустовского бетоносмесительного завода. На рынке уже 16 лет. На выставке он представил сверхмобильное оборудование «Компакт-20». Оно не требует подготовки фундамента и запускается на новом месте за час. Инертный материал засыпается в бункер. Здесь расположен бункер, 2 бункера по 4 куба. Далее у нас здесь пульт управления. Здесь установлен у нас блок дозаторов. Блок дозаторов подразумевает дозатор цемента, дозатор воды, дозатор химии. Сюда у нас уже все попадает, вся смесь, все инертные, попадает вода, цемент, и все перемешивается. Еще одни участники выставки – представители из Южной Кореи. С собой они привезли макет нового оборудования для очистки воды. Суть работы в том, что резервуар заполняется грязной водой. Затем она поступает в аэротенк, где и очищается. Как говорят разработчики, воду можно даже пить и использовать для других нужд. К примеру, из такой воды в конечном итоге получается такая. Уникальность выставки в том, что предоставляется общая площадка, которая объединяет профессионалов в сфере строительства.
для обмена опытом, ознакомлением с современными тенденциями и технологиями, которые мы можем использовать в нашей повседневной жизни. И, соответственно, профильные специалисты могут напрямую познакомиться, потрогать, непосредственно пощупать то оборудование, которое они могут в дальнейшем использовать. Большинство экспонатов на выставке – это технологии будущего, прототипы устройств, которые будут использовать уже в скором времени. Посетители могут не просто увидеть, но и потрогать экспонаты руками. Выставка продлится 2 дня. Даяна Наби, Алмаз Нурманбетов, Алато 24. В Чуйской области не хватает 90 врачей и 43 медицинских работника со средним образованием. Об этом сообщили в областном центре семейных врачей. А потому больные вынуждены обращаться к докторам в Бишкеке. Минздравие проблему намерено решить, повысив оплату за счет улучшения качественного предоставления услуг больным. Медицинские учреждения Чуйской области остро нуждаются в специалистах с высшим и средним специальным медицинским образованием. Из-за нехватки специалистов во многие места Сары-Өзена вынуждены выезжать для оказания медицинской помощи специалисты из группы семейных врачей из близлежащих сел. В селе Озерно Маломединского района работает группа семейных врачей, однако только медики со средним образованием, поэтому не могут оказать высококвалифицированную помощь пациентам местности. У нас в селе большая рождаемость, однако нет родильного дома, и часто женщины рожают по пути в роддом в город, а дороги у нас разбиты, и поэтому скорая помощь отказывается приезжать к нам. У меня диагноз постинсультное состояние, и в год 2 раза я прохожу лечение. К невропатологу обращаемся в Бишкеке. Я часто обращаюсь в поликлинику Хуман и Чуйская больница. Но ездить это проблемно. В село приезжает только одна маршрутка 206. В 16 медучреждениях Сары-Өзена нет семейных врачей, кардиологов, акушеров-гинекологов, инфекционистов, онкологов, невропатологов, терапевтов, педиатров, подростковых врачей и многих других специалистов. В Озерном проживает более 7 тысяч человек. На учете ГВСВ стоят гипертоники, диабетики и другие больные. Однако в группе семейных врачей нет ни одного дипломированного врача. Ежегодно к нам обращаются порядка 200 больных. К нам на помощь приезжают врачи из других сел. Кроме того, проблема с вакцинацией детей, так как нет врача, который должен поставить диагноз. В Чуйском областном центре семейной медицины нам рассказали о мерах по привлечению молодых специалистов для работы в региональных учреждениях. По их словам, создаются условия для повышения оплаты труда путем внедрения новых механизмов. Если брать, например, территориальные больницы, то там, где нет оплаты по индикаторам, то базовая ставка у него будет 5000 сомов. Поэтому очень трудно привлечь молодых специалистов. Сейчас пошла оплата по индикаторам. Значит, это означает то, насколько качественно работает врач. Да? Наши специалисты, которые имеют большой стаж работы, да, имеют высшую категорию и дают хорошие показатели по индикаторам, могут получать до 20-25 тысяч сомов. В 12 километрах от Бишкека население села Озерное должны обеспечивать 3 врача. Однако ни там, ни в других селах нет специалистов. Хотя медики надеются на нововведение Минздрава, а время покажет, насколько эффективны эти новшества. Усен Кульбаев, Сайфуддин Мурзаев, Алато 24. В столице завершился традиционный турнир по шахматам «Белая ладья» среди школьников в республике. Юные шахматисты сразились за путевку на турнир в Сочи. За победу боролись 15 команд. Выиграв все свои матчи, чемпионом стала школа номер 61, на втором месте школа номер 6, а на третьем школа «Креатив Талия». Победители получат право участия в одноименном всероссийском турнире, который пройдет в начале июня в Сочи. И к этому часу у нас пока все. Наши корреспонденты продолжают следить за событиями, происходящими в Кыргызстане и за рубежом. Эти и другие новости вы можете посмотреть на нашем сайте ktrk.kg и в других социальных сетях, таких как Facebook, Twitter и YouTube. Оставайтесь на общественном Первом канале, берегите себя и своих близких.